Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 6 октября 2020 года. Это будет вторник. Посмотрим, какой день нас ждет. Карта дня — девятка мечей. Обычно эту карту все боятся, да, и единственная проблема этой карты в том, что мы слишком много думаем негативного, но делать при этом ничего не делаем. То есть вот этот выбор, он сегодня будет главным. То есть очень важно сегодня именно что-то делать, хотя бы начать. И это часто очень карта страхов, да, когда мы чего-то боимся и из-за этого вот тормозим, не действуем. Вот нужно через страх начать хоть что-то делать. Как только мы начинаем что-то делать, все, страхи уходят. А также эта карта говорит еще и о большом количестве дел, большом количестве бумаг, суеты, когда нам некогда подумать о важном, о главном, когда нам приходится все время быть в каком-то потоке информационном. Может быть, это встречи с большим количеством людей или какие-то знакомства, или, может быть, это новые люди, новые клиенты, допустим, если это на работе, да. Если это касается нашего партнера, то, скорее всего, мы здесь уже слишком много сказали друг другу лишнего, да, и создается ситуация вообще для того, чтобы прекращать отношения. То есть нужно быть очень осторожными. Желательно сегодня не выяснять отношения, а подумать хорошенько о том, что мешает быть счастливыми, что мешает быть довольными друг другом и так далее. Может быть, здесь просто нужно навести какой-то порядок в ваших обязательствах друг перед другом, да, обязанностях, которые есть у вас при общем проживании, допустим, если вы вместе, да, или, может быть, еще каким-то образом навести порядок, допустим, договориться о том, там, сколько раз кто кому звонит или сколько раз кто кому пишет. Может, у вас из-за этого даже конфликты, что либо кто-то не звонит совсем, и вы переживаете, да, почему нет внимания к вам, или наоборот, вы сами, может быть, слишком часто звоните, и это может раздражать партнера, да, вот какие-то мелочи, которые вот очень сильно мешают отношениям. А также карта может говорить о том, что захочется какой-то свободы, может быть, там, руководство в коллективе, слишком много вам дают обязанностей, да, и вам хочется уже немножко освободиться. Может быть, это окончание какого-то важного проекта, и здесь нужно что-то закончить. Опять же, вот хочется, чтобы это поскорее произошло. Если говорить об отношениях, тоже, если, допустим, слишком много агрессии, то хочется уже освободиться даже от этих отношений и побыть одному. Если даже это не просто там разойтись, да, и уйти навсегда, нет, это может быть просто желание побыть в одиночестве и собраться как-то с силами, понять, что я действительно хочу. Вот еще, может быть, нужно быть осторожными сегодня с острыми предметами, да, потому что все-таки 9 мечей, да, и осторожно с ножами, осторожно на дороге, если, допустим, вы в пробке где-то находитесь или, наоборот, развиваете скорость высокую. Вот сегодня лучше как-то умеренно себя вести на дороге и очень внимательно смотреть по сторонам, потому что, может быть, именно со стороны других людей какая-то вот ситуация создастся. И также вот хорошее время для того, чтобы покупать какие-то инструменты для работы, вот с чем вам нужно работать по профессии или, может быть, хобби у вас какое-то, да, вот очень хороший день для того, чтобы покупать что-то для того, чтобы выражать себя, какие-то инструменты. Это может быть и покупка автомобиля, допустим, долгое время искали, да, это вот для покупки автомобиля очень хорошая карта, потому что вот наконец-то вы уже все посмотрели и у вас созревает окончательный вариант. Единственное, может быть, трудно выбрать, но очень хороший день для того, чтобы наконец-то эту покупку совершить. Так, для конкурентной борьбы день сложный, может быть, кто-то будет, ну, как бы палки в колеса, да, вставлять.
и как-то о себе напоминать. Но зато хорошее время для того, чтобы заниматься в тренажерном зале, да, очень будет эффективный день сегодня. Хорошее время, чтобы заняться, может быть, внешностью, да, но голову надо беречь. И, кстати, вот для стрижки, да, хороший день. Посещение косметолога. Но голову надо беречь, чтобы вот ничего на голову не прилетело. Может быть, там или стукнуться головой можно, или что-то может упасть сверху. Вот, в общем, сегодня нужно быть как-то спокойнее и внимательнее, да, похолоднее как-то. И если нас мучают какие-то страхи, нужно идти на страх, просто начать делать то, чего боимся. Сделать первый шаг, и дальше уже будет легче. А что будет помогать? Будет помогать десятка жезлов. Десятка жезлов – это карта ответственности, которую мы не боимся на себя брать. А также десятка жезлов у нас очень часто говорит о том, что, может быть, ради цели какой-то нам сегодня нужно себя ограничить. Да? Допустим, есть цель навести порядок в отношениях. Может быть, не нужно говорить лишнего, не нужно проявлять, может быть, излишнюю черствость, жесткость и так далее. Да? То есть вот ради того, чтобы чего-то добиться, нам сегодня нужно от чего-то отказаться. Вот это будет на благо. Что будет мешать нам? Король чаш. Будет мешать излишнее как бы потакание своим эмоциям, чувствам, страхам и так далее. Или когда вот мы поговорили о том, что нас беспокоит, а делать ничего не стали. Давайте из цыганской колоды достанем остальные темы сегодняшнего дня, карты на остальные темы. Итак, отношения для тех, кто в поиске партнера. Туз пиковый. Тузы – это всегда очень значимые события, которые происходят. Здесь, скорее всего, инициатором может быть женщина, да, инициатором знакомства. И если, допустим, это так и происходит, то знакомство может продолжиться. Да, то есть как бы очень хорошая интуиция сегодня у женщин на то, чтобы понимать перед нами, какой человек, он нам подходит, он наш человек или нет. То есть воспользуйтесь этим днем для знакомств. А для тех, кто в отношениях, здесь тоже туз, но туз червовый. Здесь наоборот, мужчина будет в основном решающую роль играть в отношениях. То есть от него будет исходить как добро, так и зло, скажем так. Да? Если мужчина захочет помириться, значит будет примирение. Если он будет как бы противиться, наоборот, конфликтовать или еще что-то в этом роде, то не будет тогда хороших отношений. То есть сегодня именно от мужчин зависит, как будут строиться отношения. Вот как говорят, что Луна, она не имеет света своего, да, она светит отраженным от Солнца светом. Вот примерно так же будет в отношениях сегодня. Допустим, женщина, вот что мужчина ей отдает, тем она и его назад радует или огорчает, да, то есть все зависит от мужчины сегодня. Но также, если не говорить просто об отношениях эмоциональных, здесь может быть что? Здесь может быть муж принесет домой зарплату, какой-то, может быть, выигрыш у него будет, или повышение по службе, что-то вот у мужчины здесь происходит очень хорошее в жизни. Может быть, это будет какой-то праздник, который будет в честь мужчины. Для тех, кто в ссоре, семерка пиковая. Карта говорит о том, что нужно выразить словами как-то, ну, может быть, выразить то, на что вы обижаетесь, да, или что вас не устраивает. В общем, как-то объясниться желательно словами. То есть лучше написать смс, чем звонить или встречаться. Тогда легче будет помириться, легче будет объяснить все. Работа. Для тех, кто в поиске работы, можно найти денежную работу, можно найти работу в коммерции или в продажах очень хорошо. И карта также говорит о том, что это будет какая-то перемена все-таки. Скорее всего, это будет немножко другая профессия, немножко другая тема, чем та, которой вы раньше занимались. Как-то расширение обязанностей может быть.
А для тех, кто уже работает, семерка бубновая. Но здесь, скорее всего, очень большое количество общения, может быть, с клиентами или звонки, письма какие-то. Или, допустим, если вы в торговле работаете, это какая-то распродажа, да, когда распродажи всегда нужно, ну, как бы очень много усилий тратить. Если вы работаете там, допустим, в зале, да, нужно постоянно поправлять вещи, постоянный поток покупателей, то есть цена маленькая, продаж много, а сумма в результате вот от количества продаж, да, то есть очень много здесь таких вот движений. А также, может быть, какие-то важные переговоры будут у вас на работе, скорее всего, о зарплате, да, или о том, как повышается ваш уровень, повышается ваша должность, может быть. Что еще важно? Может быть, какие-то события, связанные со средствами коммуникации, да, это что-то с компьютерами, покупка, продажа или, может быть, ремонт компьютеров или любой техники. Для тех, кто своим делом занят, валет червовый. Карта говорит о том, что сегодня день, конечно, очень денежный может быть, или клиент какой-то появится очень значимый, либо, может быть, о партнерстве задумаетесь, или просто будут деньги приходить хорошие. Также карта говорит еще о том, что вы можете и тратить сегодня деньги, вот, которые заработали, да, вот заработали и сразу же можете потратить. Так, теперь финансы. Для тех, кто на зарплате семерка трефовая, ну, то же самое, много трат, много мелких трат, практически денег не хватает даже на то, чтобы вы вот все купили, как вот по списку, допустим, да. Давайте еще одну карту достану. Скорее всего, придется вот денежки у кого-то дополнительно спрашивать, да, это может быть, ну, у близкого круга, да, может быть, денежек придется спрашивать, даже не хватает на то, чтобы все купить, за все заплатить. Деньги для тех, кто своим делом зарабатывает, здесь тоже вот могут быть траты на семью, на детей или на свое хобби какое-то, на обучение может быть трата. Но вот приход денег сегодня, да, они как бы приходят, но мы их тут же расходуем. То есть у нас уже может быть запланировано, да, куда мы их определим сегодня. Здоровье. Для здоровья выпадает замечательная карта Дама червовая. Карта говорит о том, что в здоровье перемены, улучшения и какие-то неожиданные могут быть события, связанные вот с состоянием здоровья. Если говорить о здоровых людях, то здесь вот просто крепкое здоровье и вот может быть, движения больше надо, впечатлений больше надо, чтобы чувствовать себя хорошо. По итогу дня у нас выпадает король трефовый. Карта говорит о том, что слишком мало мы здесь сегодня задумываемся о том, что мы действительно хотим. Вот мы живем как в тумане, мы живем по инерции, мы можем постоянно быть в замешательстве, или вот ситуация меняется, а мы никак не можем вот почувствовать, где же наше место, да, и вот в конце дня рекомендуется хорошенечко подумать, то есть заземлиться, понять, где я, что со мной, куда мне дальше идти. Вообще вот эта карта у нас разума, да, с разумом связанная, то есть вот нужно что-то обдумать важное. И это действительно нельзя откладывать на потом, и конец дня для этого идеально подходит. Может быть, вот эта карта конфликта интересов, да, может быть, вечером вы будете с кем-то вот именно в конфликте в таком, и нужно очень разумно здесь подойти к вопросу, может быть, не нужно спешить, может быть, нужно подождать какое-то время, дать человеку одуматься, да, или дать себе возможность прийти к мудрому какому-то решению. В общем, карта говорит о том, что здесь ситуация меняется быстро, и если даже конфликт созревает, нужно его как-то обезвредить, оттянуть и хорошенечко подумать, как из этого выйти. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!